Я начну нашу беседу с такой цитаты. Представим себе человека, извергающего из очей своих огонь, черного, вместо рук, имеющего на обоих плечах своих висящих драконов. Представим у него такие уста, в которых вместо зубов вонзены острые мечи, а вместо языка находится источник, изливающий яд. Представим, что чрево его пожирает более всякой печи, а ноги как бы крылатые и быстрее всякого пламени. Пусть лицо его будет составлено из собачьего и волчьего. Пусть он не будет произносить ничего человеческого, но будет издавать из себя звуки нестройные, отвратительные и страшные. Пусть также и в руках у него будет пламень. Может быть, вам представляется страшным сказанное мною, но я еще не изобразил его надлежащим образом. К сказанному надо присовокупить еще нечто. Пусть он поражает встречающихся с ним, пожирает и терзает плоть их. Но сребролюбец гораздо хуже и такого чудовища. Он нападает на всех, все поглощает, подобно аду, всюду ходит, как общий враг рода человеческого. Вот такую картину нам с вами рисует великий святитель, то есть епископ IV века Иоанн Златоуст. Он показывает нам, с каким усердием, с какой ревностью святые древних времен, они боролись против одной из главнейших страстей всего человеческого рода, страсти сребролюбия. И апостол Павел потом, как мы с вами увидим, он писал, что корень всех грехов есть сребролюбие. Видите, такая страшная картинка, и даже он говорит, я еще не изобразил всей ужасности сребролюбия. То есть это на самом деле что-то очень серьезное. Поэтому мы с вами здесь из этого эпиграфа, из этого вступления, дорогие друзья, мы сделаем с вами очень простой, по сути дела, самый главный вывод всей нашей сегодня полуторачасовой беседы. Что деньгами надо пользоваться, их надо зарабатывать, их надо тратить, их надо раздавать, ими надо разумно управлять, но их нельзя любить. Вот это самая, наверное, большая ошибка, которую только может допустить человек в отношении к деньгам, это любить деньги. Их нельзя любить. Потому что, как говорит Христос, вы не можете служить Богу и мамоне. Сердце человека, оно не может одновременно принадлежать двум субстанциям. Вот если ты хотя бы краешком, хотя бы частичкой сердца любишь деньги, то уже место для Бога, а значит и для искренней любви к людям, к животным, к миру, уже не остается. Кстати, вспоминаю, как одна девушка, студентка, защищая выпускную работу, это было дело в университете, вот несколько лет назад она рассказывала о том, как с ее точки зрения следует управлять портфелем ценных бумаг. Такие сложные были на экране, на презентации формулы, схемы, модели, портфели, проценты, логарифмы. В этом нелегко было разобраться, и мы ее спросили в конце. А вот если проще, вот скажите проще, вот если бы у вас был миллион, вы бы куда его вложили? Вот в какие ценные бумаги из тех, какие вы показываете? А она говорит, ни в какие. Мы говорим, почему? Вы же защищаете работу, а портфель ценных бумаг. Она говорит, нет, ни в какие я бы не вложила, потому что у меня папа финансист. И он вот всю жизнь он провел за компьютером. И днем, и вечером, и ночью он за этим компьютером сидит. Я не хочу так жить.
А мы говорим, а куда же вы тогда, вот этот миллион, если бы мы вам дали, куда бы вы их дели? И она так засмущалась, потому что видно было, что и вот в этот момент у нее душа от рассказа о вроде формальных вещах, о выпускной работе, она повернулась совсем к другим мыслям. Она говорит, засмущавшись, а я бы, говорит, отдал лучше на помощь больным животным. А это ведь тоже это милосердие, да, то есть в Библии есть такие слова, блажен, иже и скот имелит. То есть блажен, счастлив человек, счастлив. Мы все с вами ищем счастье. Вот. А счастье это оно вот, оно в милости, в милости. И когда человек милует окружающих, да, то есть жалеет, старается помочь, сострадает, не столько осуждает, не столько вот, рационально там, упрекает, допустим, нуждающихся, что, дескать, вот вы сами себя до такого довели, могли бы работать и так далее, а больше жалеет, чем судит. И не только людей, потому что милость, она не имеет предела. Он жалеет и вообще всякую тварь, то есть даже животных ему жалко, и он готов им отдавать вот эти деньги. Он блажен, он счастлив. И еще один пример, тоже из студенческой жизни, тоже из выпускной работы. Несколько дней назад я пишу рецензию на дипломную работу, она посвящена финансам северных регионов России, именно бюджетов. Там анализируются доходы, расходы. И вот я листаю эти страницы, похожие друг на друга, таблицы, графики. И уже в конце, даже не в основном тексте, а в заключении несколько строчек рекомендаций. И смотрю на объем работы, 93 страницы. И думаю, надо же, 93 страницы человек написал, несколько месяцев он потратил на это, а ведь в этой работе почти нет ни одного слова о правде, о любви, о сердце, о душе. Потому что у нас как-то не принято вот сейчас в системе науки, высшего образования вот эти слова, они являются запретными, табуированными. Но это не совсем верно. Я для того, собственно, сегодня здесь и с вами, чтобы показать, что эти слова очень нужны нам. Даже в XIX веке было написано одним из наших дореволюционных авторов такая книжка, как «Экономическое значение честности». То есть духовные добродетели, такие как, например, честность, целомудрие и так далее, они имеют в том числе экономическое измерение, которое даже вполне конкретно можно измерить, пощупать, оценить, даже так. Вот я приведу вам два примера. Один из жизни, а другой из математики. Первый пример из жизни – это девушка одна, она находилась в очень сложной жизненной ситуации. В тот момент, когда происходил наш диалог, она лишилась детей, у нее просто забрали, потому что в холодильнике у нее лежали только 2 апельсина. Детей забрали в приют, помимо ее воли, разумеется. У нее не было работы, у нее была куча долгов, у нее не было средств вообще к существованию. И мы наметили план, вот что она должна делать, идти к юристу, там, подавать документы, бумаги, чтобы потихонечку эти проблемы начать решать. И она говорит, да, я вот сходила. Я говорю, ну хорошо, делаем дальше. А потом через месяц выясняю от юриста, просто говорю, ну как там, приходила к вам вот такая-то девушка? Он говорит, нет, не приходила. Я говорю, как не приходила? Она же сказала, что приходила. Он говорит, да нет, не было, точно говорю. Я извиню, говорю, ты что, сказала неправду? И она молчит. Я говорю, ты знаешь, я ругать-то тебя не буду, я просто тебе скажу одну вещь. Вот пока ты врешь, твоя жизнь, она будет вот в это болото все дальше и дальше погружаться. Но давай договоримся так. Вот с сегодняшнего дня хотя бы мне ты говоришь правду. Вот что есть на самом деле. Если ты поленилась, проспала, ну вот не сделала какое-то дело, ну так и скажи честно. Ну пускай даже получишь какой-то небольшой выигрыш. Скажи честно, я вот это не сделал. И вот увидишь, через эту правду твоя жизнь, она начнет меняться. Она говорит, хорошо, да, отец Максим, все, я вот поняла. Вот с вами я теперь буду говорить только правду, обещаю вам. Очень по-серьезному, она по-взрослому прям так сказала. Кажется, в тот день она вот на год сразу повзрослела. И мы с ней вот так начали говорить по-серьезному. И вы знаете, в тот же год, спустя 7 месяцев, ее жизнь была совсем другой. Я, оглядываясь назад, стал анализировать. У нее была новая квартира. Она переехала из окраины в центр Эжу.
Вот, дети были с ней, у нее была постоянная работа официальная, вот, и половина долгов примерно была погашена. Вот какой силой обладает правда. Вот. И другой пример я хочу вам еще привести, как на самом деле вот это невидимое, нравственное, сердечное, как оно влияет вообще на экономику. Помню, еще лет это 14 было назад, наш владыка, то есть архиепископ Сыктывкарский коммезарианский Петерим, в нашей беседе, я тогда еще был аспирантом, вот самым-таки начинающим, он говорит, вот говорит, взялся бы кто-нибудь посчитать, какой ущерб для экономики приносят грехи. Это, говорит, не моя идея, это вот патриарх Алексий еще говорил. Вот ты бы, говорит, раз берешься за науку, взял бы да посчитал. Ну, я так покивал, конечно, сразу не взялся за это, было не до того, но запомнил. И вот примерно года полтора назад руки дошли до того, чтобы взять и попытаться посчитать. Конкретно меня, вот, например, беспокоит проблема мата. Матом сегодня в среднем по опросам пользуется около 2/3 населения России. Вот. В некоторых слоях даже больше. И мат он разрушает. Вот в Библии, например, так и сказано. Устами нечестивых разрушается град, а благословением праведных возвышается. Ну, то есть, когда мы идем с вами, видим какой-нибудь открытый брошенный люк, или там криво положенную тротуарную плитку, или какие-нибудь вандальные надписи вот, на свежевыкрашенных стенах. Надо знать, что всегда за этим стоят какие-то слова. Кто-то кого-то когда-то обругал, обидел, обманул, оболгал, оклеветал. И вот эта боль, которая вселилась в душу человека, вот она сейчас выразилась так. Поэтому действительно город, то есть разрушается устами нечестивых. Да? А как это посчитать экономически? Ну, можно взять это, перемножить. Берем население России, вычитаем детей младше 7 лет, ну как бы считаем, что в садике еще не ругаются. Умножаем на число дней в году, вот, берем 2/3, все-таки надеемся, что треть это люди, которые действительно матом не ругаются никогда. Вот. Ну и берем в среднем, допустим, 1-2 слова в день. Не только матерные, вообще слова всякие, грязные, плохие. Вот. Осталось только нам оценить, во сколько экономический ущерб обходится. Вот одно грязное слово, какой оно приносит убыток? От иного слова понятно, что и самолет может упасть, а другое слово вроде как и пролетело незаметно. Вот мне сказала одна женщина, тоже ученая, она говорит, а вот возьми штраф. В кодексе об административных правонарушениях там же есть штраф. Возьми вот минимальный штраф. Там идет от 500 до 2500. Я говорю, хорошо, так и сделал. Так и сделал. Взял 500 рублей, все это перемножил и получил цифру. И я на нее долго смотрел, думаю, может, я ошибся. Но не может быть так много. 27 триллионов рублей. Это четверть от всей экономики России. Вот у нас сейчас вся экономика России примерно составляет 100-110 триллионов рублей. Это вся экономика. То есть это все, что мы производим, преподаем, лечим. Вообще вот это вся наша экономическая жизнь целой страны, огромной страны. Площадью больше, чем все остальные страны. 27 триллионов. Пересчитывал несколько раз. Нет, упорно получается вот такая вот цифра. Понимаете, это только один вот такой, казалось бы, грешок. На самом деле, вот видите, не грешок, даже экономический. Он имеет огромное выражение. И иногда, то есть настолько нам непривычно об этом думать, говорят, ну а как это вот конкретно потом воплощается в экономику? Хорошо, на бумаге вы посчитали, а, кстати, это опубликовано. Вот это сейчас статья, где вот эти расчеты представлены, она находится на редактировании, уже вот включена в номер Ваковского журнала. Я надеюсь, что она выйдет, и вот мы с вами уже будем иметь это как научное такое теологическое исследование. Оно на стыке экономики и теологии, нам это непривычно, экономику соединять с богословием, но, по-моему, без богословия, то есть без веры, без души, экономика-то она и становится как раз такой тупиковой. Так вот, а как это конкретно экономически выразить? Я говорю, ну хорошо, вот, пожалуйста, съездите в Чов, наш Верхний Чов. Там как раз такой поселок, вот едешь,
первая колония, 25-я колония, СИЗО, там, потом кладбище в конце. Пожалуйста, любуйся. Дело в том, что колония – это ведь очень дорогое удовольствие. Очень дорогое. Лекарства, собаки, оружие, охрана. На одного заключенного уходит примерно порядка 40 тысяч рублей. Просто на его содержание. При том, что он часто или мало производит, или ничего не производит. То есть труд малопроизводительный, а расходы очень большие. Хотя он мог бы жить, он мог бы любить, он мог бы создавать семью, он мог бы творить, он мог бы быть активным гражданином общества. Но вместо этого он сидит в тюрьме. А мы с вами, мы из нашего кармана, мы тратим деньги на содержание человека в колонии. Содержание сироты в детском доме обходится примерно в такую же сумму. Тоже порядка 30-40 тысяч рублей. Иногда в некоторых специализированных учреждениях даже больше. На своих детей мы, как правило, столько не тратим. То есть ребенку жить в семье, находиться в семье гораздо выгоднее, если хотите, да, гораздо экономичнее, лучше так скажем, гораздо экономичнее. Уж не говоря о том, что семья для него это естественное место. У него и душа в порядке, он растет в этой любви, и он растет творцом. Очень важно, ребенок, он питается любовью между мамой и папой, и он растет творцом, то есть он способен не просто работать, не пьянствуя, а он способен созидать, он способен творить, он способен изобретать, он способен открывать новое. Я помню, как-то спросили, говорят, подыщи-ка нам аспирантов среди студентов, а поток студентов 100 человек. А я стал перебирать по списку, а людей-то годных в аспирантуру человека 2. Из 100 человек человека 2. То есть люди думающие, люди способные действительно творить. Но один ушел в бизнес, другой тоже не захотел. И потом, правда, с этого потока или с другого, не помню, пришла одна девушка в аспирантуру. То есть у нас творческая активность иногда очень сильно падает. Почему она падает? Да потому что как раз душа, она и скована, знаете, таким заморожена, таким неверием, что ли. И когда все это открылось, когда все эти книги стали попадаться на глаза, когда уже защитив такую довольно обычную диссертацию по финансам предприятий, я стал читать о духовно-нравственных изысканиях в экономике, их немного, но они есть. Сергей Юрьевич Глазьев, например, или Валентин Юрьевич Катасонов, или Олег Богомолов, или академик Львов, уже ныне покойный. Много их, Александр Иванович Агеев, наши отечественные ученые, да и зарубежные тоже есть. Я помню, пришел на заседание кафедры как-то и так с робостью стал об этом говорить, что есть и другая экономика. Почему с робостью? Потому что нас-то ведь учили 5 лет, что главное это прибыль, главное это акционеры, работники это вообще не люди, это просто человеческий капитал, это рабочая сила, это персонал. О том, что у них там есть душа или семья, мы, по-моему, не говорили ни разу за 5 лет. Поэтому самая главная цель управленца, менеджера – это обеспечить благосостояние акционера. Так нас учили. Поэтому я думал, что сейчас мои же преподаватели, они меня заругают и скажут, что ты не того начитался. Но показав эти книги, я неожиданно увидел поддержку. И преподаватели сказали, говорят, правильно. Так мы об этом-то все годы и думаем, просто, наверное, все не решаются сказать. Все об этом думают, но не решаются сказать. И я думаю, может, это преподаватели просто люди уже такие взрослые, как говорится, старые закалки, а студенты это, наверное, мы иногда, честно скажу вам, студенты сейчас нас слушают, мы иногда к студентам, знаете, так относимся, огульно, то есть не вникая, думаю, что там молодое поколение, оно все пропитано только заботой о карьере, о деньгах и так далее. Я думаю, дай-ка я им об этом расскажу, студентам. Сегодня покажу вам презентацию, и они тоже увидели тогда эту презентацию в таком еще в первичном виде. Лет, наверное, было 7 или 8 назад. Они послушали молча, не перебивая, не ругаясь, не возражая. Я попросил написать отзывы, и
со страхом потом открываю эти листочки, думаю, ну сейчас, наверное, меня разгромят. Правда, была одна девушка, которая сказала, что все это чушь, я в это не верю, что это вообще такое, но 70-80% это люди, которые горячо поддержали. Понимаете, горячо поддержали. То, что экономика, она должна быть духовной, нравственной, святой, праведной и так далее. И вообще экономика это не цель жизни, это просто средство. Одна девушка даже сказала, говорит, вот, я вас благодарю, потому что это самые здравые мысли, которые я за 3 года здесь услышал. И пришло вдохновение. То есть я понял, что есть у нас потребность, что у людей вот есть потребность в этой правде. Но она где-то, ну так глубоко, знаете, глубоко она вот затоптана в нас, каким-то страхом запечатана, вот, за 7 печатями. Да? Кстати, это выражение из Библии, тоже из книги Апокалипсиса. Вот. И его надо вытащить. Так аккуратненько его надо вот раскрыть. Потому что духовная сила, сила сердца – это огромная сила. Это как ядерная энергия. На вид вроде бы незаметная, а если правильно ее управлять, она способна или дать бесконечный источник тепла, огня любви, конечно. Образно я сейчас выражаюсь. Ну или наоборот, все взорвать, все разрушить. Кстати, раз вспомнил книгу Апокалипсиса, то хочу привести тоже один пример. Там говорится о том, что когда придет Антихрист, такой правитель, который будет вместо Христа, ему все поклонятся. Вот. Может быть, в наших глазах очередная попытка сейчас происходит построения такого вот этого царства. Вот. Ну, надеюсь, что не последняя, потому что таких попыток уже были десятки. И надеюсь, что Господь разрушит все эти планы, даст нам снова быть свободными и, как говорится, созидать Царство Божие, а не Царство Антихриста. Так вот, там говорится в книге Апокалипсиса, в Откровении от Богослова, что он будет как раз использовать денежную власть над людьми. Что он будет ставить начертания на руку, на лоб. Вот. И никто из людей не сможет покупать и продавать, кто не имеет этого начертания. Чтобы это иметь начертание, то есть вот, ну, какой-то код, какой-то вот штрих, какую-то метку, он должен будет поклониться ему, то есть признать его вместо всякой святыни. Сказано, что он сядет в храме, выдавая себя за Бога, возносясь выше всякой святыни. Вот. И надо будет отказаться от всякой веры в Бога, ну, и от истинной веры в Бога, во Христа, и поклониться вот ему. Почему я об этом сейчас говорю с вами? Потому что мне пришлось вчера вот эту боль пережить. Вот вчера, зайдя в одну столовую, я получил отказ, то есть просто сказали, нельзя у вас, если нет у вас QR-кода, то вы не можете здесь покушать. Вот. Я, ну, конечно, голодный-то не остался, но идя по улице, я вот почувствовал, что да, вот эти где-то раскаты грома, они уже не так уж далеко. Вот. Но, слава Богу, знаете, вот где вроде зло, и тут же рядом и добро соседствует. Я зашел в магазин, думаю, ну хорошо, в магазин можно зайти спокойно, пока еще. Вот. И дошел все-таки до работы, и вот перекусил. И женщина одна поделилась, она вот, наоборот, свой обед отдала. Она говорит, я пойду вот к маме в гости. Вот у меня обед, пожалуйста, возьми. Я замечательный супчик ее погрел, и как бы без обеда все-таки не остался. О чем говорит эта история? Вчера она происходила. А она говорит о том, что доброта побеждает. Доброта побеждает, что есть какие-то там козни, планы, может быть, даже заговоры, даже, может быть, да, вот эта империя как бы контроля над людьми, она строится, ну, конечно, прежде всего через экономические механизмы. Вот. Но когда находится тот, кто готов вот свой суп отдать, да, когда находится тот, кто вот вопреки вот этому разделению, он вот творит милостыню, даже в малом, даже в маленьком, даже в куске хлеба. Как Христос говорит, что говорит, кто вас чашей воды напоит во имя мое, уже не потеряет награды своей. То, понимаете, друзья мои, вот я что хочу сказать, весь ход истории меняется. Весь ход человеческой истории, не только твоя личная жизнь, не только капля любви в твою душу капает, а меняется весь ход истории. Вот как много нам дано. Как много каждый из нас, я в этом глубоко убежден, он может повлиять на все. Вот. И поэтому я шел вчера вот с редким чувством сначала боли в груди, прям, знаете, вот действительно вот физически аж сердце даже болело от этого неприятного, когда тебе вот говорят, ну простите, к нам нельзя.
Вот. Кстати, а за день до этого в одной из столовых, хотя уже постановление действовало, говорят, мы кормим всех. Пусть нас там накажут или что, мы не можем людям отказывать. Видите, поэтому даже предприниматели это тоже, оказывается, по-разному себя ведут. Вот. А потом к концу дня душа была совершенно светлая, радостная, наполненная и так далее. Потому что вот любовь, она побеждает. Ну вот, я в качестве такого длинного, пока еще не с помощью презентации вступления, рассказал вам общую картину. Теперь буду говорить о том же самом, только с конкретными цифрами, наблюдениями, уже научными. Вот. Некоторое время назад стал коллекционировать слова, которые приходят в рекламах, в электронной почте. Вот видите, да, на этом слайде показано, что предлагается, как заработать, не выходя из дома, как взять кредит и не отдавать законно. То есть даже сегодня много таких агентств появилось, которые профессионально осуществляют банкротство человека. Вот. А как остановить счетчики, с плохой историей получить кредит, сделать вклады с прибылью 170% в день. Это конкретные цитаты из рассылок по электронной почте. А слова ведь они формируют мышление. Вот еще есть такая книга Наполеон Хилл, в США выдержала больше 40 изданий, что, дескать, вы должны научиться погружать сознание в состояние, притягивающее богатство. И вот эта вся книга, она наполнена такими приемами, как себя загипнотизировать. То есть как как сделать так, чтобы действительно ты думал о деньгах день и ночь. Если ты, говорит Наполеон Хилл, будешь думать о них постоянно, если ты будешь вот прямо как одержимый, он даже вот использует похожие термины, если сделаешь себя одержимым вот этим, то все, ты получишь богатство, оно к тебе приплывет. Кстати, сегодня в Евангелии читаются слова Христа. Он говорит о том, что когда из человека выйдет бес, вот этот нечистый дух, то он ходит какое-то время, как бы оставляет человека в покое. Ну, вот пришел, ты исповедовался, допустим, или там, покрестился, или просто помолился горячо. Бог тебя освобождает от этих нечистых духов, но не навсегда. Потому что чем будет твоя занята душа? Если она остается праздной, пустой, то есть если она не посвящает себя Богу, если она не посвящает себя служению людям, то потом этот дух, он возвращается назад. И он смотрит, чем занят этот дом, то есть душа твоя, чем занята. Если она ничем не занята, он с радостью берет 7 других духов, злейших себя, еще хуже. И они вселяются теперь уже не один, а вот всей командой 8 злых духов. Ну, по учению святых отцов это 8 страстей, 8 смертных грехов человека. Ну, потому что каждый бес несет определенный грех, определенную страсть с собой. Там, без блуда, без гнева, без уныния и так далее. И бывает человеку то хуже первого. Поэтому действительно, избавившись от греха, не оставайся праздным. Не думай, что ты можешь прожить просто так. Наполни свою душу делами милосердия. Тогда тебя, как святые отцы говорили, пусть дьявол тебя всегда находит занятым. Вот он к тебе приходит с каким-то соблазном, искушением, у тебя сила придет в душу. Глядишь, и за учебу возьмешься, а потом, может, и силы работать появятся, или волонтерством займешься. Вот так вот с маленьких дел к человеку прибывает энергия. Вот. Поэтому наблюдайте за словами, окружающими вас, потому что слова, они формируют нашу душу. Немножко статистики теперь. Правда, по 16 год, пока еще не было рук обновить. Если, кстати, друзья, вот найдутся единомышленники, кто разделяет, поддерживает, то очень хорошо, когда не просто согласился, а включился. Там вначале был указан сайт maximstyrov.prav.org.ru, или можно ВКонтакте добавиться. Давайте вместе делать. Вот вместе исследовать, вместе писать. У нас в университете, например, уже есть договоренность, что мы можем писать дипломные работы, курсовые по такой духовно-нравственной проблематике в экономике. И я думаю, с Академией госслужбы мы тоже этот вопрос решим. Поэтому если кто-то хочет писать не о том, как нам обогащать акционеров, а о том, как нам обогащать душу, в том числе через экономику, то я ваш верный друг. Давайте писать общие статьи, диссертации и так далее. То есть у нас такое поле для деятельности очень большое. Повторюсь, напомню, что каждый человек, который поверил в правду больше, чем в эгоизм, он меняет весь ход человеческой истории. Следующий слайд.
Статистика. Это тоже надо посидеть, вот в сборниках поискать, посмотреть. Объем дохода вырос почти в 2,5 раза за 17 лет в России. Поэтому, когда говорят, что мы бедно живем, ну, по сравнению со Швейцарией или с Бельгией, может быть и бедно. Вот. Хотя Бельгия, она ведь по площади как Троицко-Печорский район, в одной только нашей республике. Поэтому не мудрено, что они богаче живут, им просто легче навести порядок, да и климат там другой. А вся Германия, кстати, как вся республика Коми по площади. Опять же, совсем другим климатом. Поэтому мы, смотря с чем сравнивать, с Европой, да, бедно, в 5 раз беднее. Правда, они в 5 раз богаче, но у них рождаемость еще ниже, чем у нас. Это комментарий к тем, кто говорит, что вот у нас мало рождается детей, потому что проблемы там, с деньгами, маленькие пособия, государство не дало всем готовых квартир и так далее. Сейчас уже специалисты сами по соцработе, они говорят, мы где-то уже запутались в пособиях, мы уже в них сами не разбираемся. 70 пособий это только на детей и на семьи. Уже в них путаться стали, в этих пособиях. Понимаете? Слишком много даже, по-моему, стало пособий. Вот в Германии меньше рождается детей, чем в России. У нас на одну женщину 1,7 ребенка, а у них 1,2 ребенка. А чтобы народ не уменьшался, надо 2,2 ребенка. Девушки, примите, пожалуйста, во внимание. Чем больше денег, тем меньше детей. Такая есть закономерность. И вот что интересно. А кредитов стало в 64 раза больше. То есть в 30 раз быстрее растут кредиты на душу населения, чем доходы. О чем это говорит? О том, что человек не насыщается деньгами. Вот дай ему в 2 раза больше, он захочет в 40 раз больше. Дай ему в 3 раза больше, он захочет в 50 раз больше. То есть это страсть, понимаете, страсть. Конечно, хорошо, что у нас сегодня, в принципе, человек может в магазине почти, если он не пьянствует, работает, он почти уже не думает, что покупать, не покупать, он практически все свои нормальные, естественные потребности удовлетворяет. В 90-е годы было не так. Там действительно чуть ли не крупу отмеряли, хватит, не хватит. Я уже молчу про военные, послевоенные времена. Кстати, наши бабушки, которые тогда бедно питались, они ведь крепче нас, современных. Они живут по 80, по 90 лет, потому что воздерживались. Еще один интересный факт. Много отвлекаюсь, но это, на самом деле это и есть то главное, о чем я хочу рассказать. До революции, как известно, вся страна соблюдала посты. В армии тоже воинов кормили по церковному календарю, то есть постные дни, не постные. А после революции люди обрадовались, можно посты не соблюдать. Церковь отделена, государство от школы и так далее. И большинство людей перестало соблюдать посты. 10% только вот так добровольно стали соблюдать. Пост – это время воздержания от определенной пищи. И настал голод. В 20-е годы, помните, был в Поволжье такой страшный голод. И один из старцев сказал, говорит, не хотят поститься добровольно, будут поститься недобровольно. Вот так и есть. То есть, если мы не хотим воздерживаться сами, то нам посылается ситуация, чтобы воздерживаться. Я, кстати, анализируя вчера вот эту историю со столовой и с магазином, я подумал, а может быть и хорошо. Может быть и хорошо, что нас перестали туда-сюда пускать. И даже, может, и магазины в чем-то будут ограничены. Будем поститься наконец-то по-настоящему. Научимся ценить хлеб, картофель, кашу простую, без сахара. Это здорово. Это, кстати, даже для здоровья это замечательно. Замечательно. Работать будем. Сегодня выходил из храма, там парень чистить снег. Я говорю, дай хоть 5 минут помахаю лопатой. Уже забыл, когда лопату держал в последний раз. В детстве-то много работали, а сейчас городская жизнь и даже физической работы нет. Руки слабые, спина слабая. Физическая работа нам нужна. Поэтому благо тем людям, у которых есть какой-то огородик, земелька, это же очень хорошо, трудиться надо. Это лучше, чем на фитнес ходить, там на массаж. Вернемся к нашему слайду. Автомобилей стало в 2,5 раза больше. За рубеж в 3 раза стали ездить чаще. Но такой парадокс. Когда людей спрашивают, есть такие соцопросы, это все взято из статистики соцопросов. Когда людей спрашивают, почему, например, делают аборты. Аборты, мы сегодня с вами 1,5 часа разговариваем. Хочу, чтобы вы знали, что за эти 1,5 часа в России будет убито примерно 500 детей, более 500. Это никакие не выдумки, не конспирология, это
Возьмите число абортов в России, разделите на число рабочих дней в году, и на число дней, часов, минут, и вы увидите, что так и есть. И когда люди спрашивают, почему так много абортов, они говорят, так, потому что вот, жизнь тяжелая, денег мало. Когда я их спрашиваю, почему люди разводятся, они то же самое говорят. Что в первую очередь вот, жилплощади не хватает. А почему преступность такая? Вот, кстати, половина преступлений – это преступления в экономической сфере. Почти половина преступлений – это кражи, плюс к ним взятки, мошенничество, незаконный оборот наркотиков и прочее. И опять, получается, на первом месте как будто бы виноваты деньги. Но нет ли здесь такой странности? Денег больше, а проблемы остаются. Может, дело-то не в деньгах совсем. Может, действительно, как говорит Спаситель, не собирайте себе сокровища на земле, собирайте себе сокровища на небе, где моль и ржавчина не истребляют, и воры не подкапывают, не крадут. Несколько лет назад, кстати, мы обратили внимание, что у нас во всех стратегиях, у нас ВРП на первом месте, как целевой показатель. То есть, как бы негласно подразумевается, что чем больше мы с вами потратили, съели, сожгли, на себя надели, тем вот как будто бы лучше. Но это же не так. Это же не так. Я вспоминаю одну бедную семью, такую очень небогатую, в Дырносе это было у нас, в Тывкаре такой бедный микрорайон, и освещал квартиру. Вот они пригласили осветить, такая бедненькая, но чистенькая квартира. Знаете, это была единственная квартира за все годы, какие приходилось освещать, а были весьма богатые, где вот встречали священника так, как надо встречать. То есть это люди, они знали, как надо. Они приготовили святую воду, крапильцы, списочек живущих, все положили. Хотя я ничего не говорил. Ну, то есть там Бог живет вместе с ними, в их душе. Вот. И у них клубника стоит на столе. А это, помните, было года 2 или 3 назад, такое лето, когда сплошные дожди и солнца не было. А у них клубника спела. Она еще тогда у всех не поспела, а у них уже поспела. Раньше, чем всех. Вот. И я там получил самый большой подарок, самую дорогую награду. Тоже из всех этих освещений квартир. Они там подарили картину. Вот девочка, школьница, своими руками нарисована картина «Сирень». Знаете, вот просто от порыва сердца. Вот ей захотелось, она вскочила, достала со шкафа и вот подарила. Оторвала от себя. Вот это и было ценно. Вот эта картина, она была дороже всего. Поэтому мне кажется, что надо нам менять, даже на уровне государственных стратегий. Надо менять вот эти ценности. Но это произойдет тогда, когда мы их в себе поменяем. Потому что государство, оно все равно ориентируется на то, о чем думают люди. Что люди хотят, то государство, в принципе, оно им как бы подпевает. Вот. Хотя немножко и влияет. Поэтому если мы с вами вместе будем менять свое мировоззрение, то и документы следом поменяются. Вот проблема бедности. 17, сейчас где-то 18%, очень высокий уровень бедности, то есть люди, имеющие доходы ниже прожиточного минимума. И вместе с тем, вот говорят, по Сыктывкару ездит машина стоимостью 40 миллионов рублей. Я не знаю, что за машина, и не знаю точно у кого, но я думаю, что если вот эти 40 миллионов взять, то, наверное, половину сыктывкарских бедных можно было бы вывести из-за черты прожиточного минимума. Но несколько лет назад у нас ремонтировали фасад дома, и приехали ребята с Кыргызстана, по-моему, или с Узбекистана, в общем, из Азии. Вот. Я их поспрашивал, говорю, ну сколько вот вы зарабатываете? Он говорит, ну в месяц где-то вот на российские деньги 25-30 тысяч. Тяжелая работа, конечно, с утра до вечера, в пыли, без выходных они работали. А когда спрашиваешь наших мужиков, вот в Коми селах, почему вы пьете? Вот человек пьянствует. Вот почему ты пьешь? Он говорит, работы нет. Или мама его говорит, да, работы нет. Или жена его говорит о том, что нет работы. Так а почему бы не поехать в Сыктывкар и не ремонтировать фасады? Ну, лучше же 20-30 тысяч заработать. Да, это небольшая зарплата. Но это же лучше, чем 10 тысяч пропить. Я так понимаю. Поэтому думаю, что проблема бедности, конечно, она имеет некоторые объективные предпосылки. Бывают разные житейские ситуации, Бог судья. Вот. Но мне почему-то кажется, что
корни-то у нее как раз основы немножко другие. Вот у нас сейчас есть аспирант, и он за эту тему берется, и вот хотелось бы, чтобы он как раз вот эти нравственные аспекты бедности рассмотрел. Причем это очевидно ведь. Вот когда смотришь, очевидно, а в науке, наука как будто это не замечает. Я раз как-то навскидку посмотрел статьи по бедности, и почти никто об этом не говорит. Все говорят о пособиях, о безработице, еще там о каких-то недоработках государственного механизма. Вот. А о том, что люди могли бы сами сделать, почему-то боятся говорить. Один товарищ, помню, у него была машина, квартира, семья, дочь, престижная работа в центре города, вот. Но он стал употреблять алкоголь, злоупотреблять, он стал пьянствовать и все по очереди потерял, и работу, и семью, и квартиру. Вот. И сейчас он живет с мамой, света у него нет, вообще они живут без света уже не первый год, потому что платить не могут, и за восстановление тоже не хотят. Нет возможности заплатить, уже в тюрьме успел отсидеть, здоровье потерял почти напрочь. А все вот с одной привычки. Тоже это, конечно, отдельный разговор у нас, наверное, может быть, как-нибудь будет. Почему люди пьют? Почему человек, имея работу, вот он не работает, а он вот уходит в бутылку, что называется. Как-то спросил одного. Говорю, ну вот скажи, почему? А он говорит, от безделия. Я говорю, так ты же вроде не бездельничаешь, у тебя есть работа, у тебя есть домик в деревне, у тебя вот ребенка надо растить. Почему безделье-то? А безделье-то оказывается в душе, в сердце. То есть веры нет, такой живой, настоящей веры. Когда он был молодой, да, вот своими руками делал квартиру, надо было ипотеку заплатить, потом за диссертацию взялся, пока это все написал, защитил и так далее. Вроде дела есть. А потом к 40 годам все это сделал, и пришло безделье. А дальше зачем жить, он не знает. Смысл жизни-то потерян. Вот. И я говорю, так душу спасай. Вот какое главное дело-то для души. То есть молиться, в церковь ходить, вот бедным помогай, вот тебе списочек для заключенных, давай посылочку вместе соберем, отправим. А он что-то вот как-то тяжело, не решается, жалко себя дать. Ну, поэтому безделье продолжается. Кстати, девушку одну вспоминаю, студентку, она говорит, я все равно куплю Бентли. Чтобы вы не рассказывали, но вот это моя мечта, и она осуществится. Мне так стало жалко. Почему? Потому что, Бентли это вот как раз там, наверное, 40 миллионов или что-то около того. Но, во-первых, чтобы это купить, ей придется по стольким головам пройти. Столько придется вот человеческих жизней, так сказать, высосать в себя. А во-вторых, когда она ее купит наконец, поцелует она ее, эту Бентли, а дальше-то что? Вот у нее такой настанет душевный кризис, она задумается. Зачем я жила 40 лет? Святитель Амвросий Медиаланский, такой святой в IV тоже веке, он говорит, в IV или в V, кажется, в нынешней Италии, он говорит, прекрасное милосердие, которое само по себе делает людей совершенными, поскольку те через него уподобляются совершенному Отцу. Ничто так не похвально в христианской душе, как милосердие. Милосердным же нужно быть прежде всего к бедным, дабы и они могли пользоваться дарами природы, которая рождает земные плоды для всеобщего пользования. Поэтому-то из того, что ты имеешь, уделяй бедному и помогай твоему собрату. Представь только себе, как много для него значит твоя милостыня. Ты подаешь ему монету, а он получает жизнь. Ты деньги даешь ему, а твой динарий, то есть монета, для него уже состояние. Да? Вот такие вот замечательные слова. Еще тоже вот он говорил, Амвросий Медиаланский. Имеешь деньги, искупи грех свой. Не продажен Бог, но ты сам продажен. Искупи себя своими делами, искупи себя своими деньгами. Ничтожны деньги, но драгоценно милосердие. То есть
Деньгами можно великие дела совершить. Поэтому, если и правильно ими распорядиться, разумно. Была такая женщина, ее звали Таисия. Она была блудницей, развратницей. Она сводила мужчин с ума. Они приносили к ее порогу свои богатства, состояния. Она ими вертела, крутила. Блудную жизнь вела. И была очень богата. Очень богата. А потом один вот такой же святой епископ, он ее обратил к покаянию. И она пошла и все раздала. Все свои богатства. Ушла в затвор, стала монахиней. И когда уже она готовилась к преселению на небеса, святым отцам было открыто, что там великолепная ложа приготовлена. Такой прекрасная комната, такой шикарный диван. Они думали, что это для кого-то из отцов-пустынников, а им было сказано, нет, это вот для Таисии. То есть она хоть и во грехах жила, но настоящим покаянием, целомудрием и милостыней она себе от Бога такое, так сказать, прощение приобрела. Повторюсь, тут сложный момент, надо пояснить. Не потому, что у Бога что-то можно купить. У Бога ничего нельзя купить. И никакой жертвы, никакими деньгами купить невозможно. Можно показать свою веру. Поэтому она, раздавая свое богатство, она показала свою веру. Если она раньше верила в свое удовольствие, да, то теперь она верит в сокровища на небеса. И Господь по этой вере и дает ей вечную жизнь. Если человек делает ставку своей жизни на земное, как мы видим сегодня в наших стратегиях, да, и вообще даже в жизненных ценностях, он парадоксально, он этого лишится. Он лишится этого. То есть он, во-первых, никогда не насытится. Сколько бы он ни насобирал себе денег, ему всегда будет казаться мало, они никогда его не насытят. Он не станет счастливым. Богатые тоже плачут, это общеизвестный факт. Очень высокий процент самоубийств среди таких финансовых воротил. Он и духовное потеряет, и земное потеряет, и вечную жизнь не получит. А когда человек ищет небесное прежде земного, то есть он к земному относится как к средству. Он мало об этом думает. Он ходит на работу, он, разумеется, как мы сказали, помогает бедным и прочее, прочее. Но он не бездельничает, он работает. Но он об этом не думает. То есть, как говорит Господь, не заботьтесь о завтрашнем дне. Не заботьтесь, в смысле, не тряситесь. Не говорите, что нам есть, что пить, во что одеться. Ищите Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Ему приложится, человеку приложится. То есть даться, помните, я про девушку вам привел пример. Начала правду говорить, и ей приложилось. Сейчас, кстати, тоже работает на постоянной работе. А я вспоминаю парня одного. Он был студентом медицинского института. Тогда еще академии, филиал академии. И он как-то бросил вскользь фразу, говорит, что сейчас можно жить на 1000 рублей. Разговор был давно, лет тоже 8 назад. Я удивился, даже по тем временам на 1000 мне казалось жить нереально. А он говорит, в принципе так и есть. Одежда есть, хлеб, молоко и все. А что еще надо? Картошку из дома привожу, везде пешком хожу. И надо подчеркнуть, что парень-то был очень трудолюбивый. То есть он очень усердно, старательно учился. И при этом он был еще алтарником в церкви. То есть он ходил, постоянно молился, помогал на службах. И вы знаете, Господь ему силу какую дал для души. Он и закончил благополучно, хорошо. Он сейчас преуспевающий врач. Сейчас у него есть, конечно, тут как раз вы перебираете разные марки машин. У него есть машина иностранного производства, хорошая, такая добротная, потому что у него семья, 2 детей, домик за городом. То есть, понимаете, ему это прикладывается, но он не ставит это целью. Он по-прежнему, как и раньше, он ищет Царство Божие. Поэтому запомните, пожалуйста, эту мысль, что ищущий земное прежде небесного, он потеряет и то, и другое. Эти кризисы, они без конца будут у него отнимать. А если ты ищешь небесного, то тебе приложится, все получишь. Притча есть такая о безумном богаче. У него родилась нива, то есть большой урожай, и он сказал, что мне делать, некуда сложить. Сломаю свои амбары, построю новые, скажу душе своей, душа моя, ешь, пей, веселись. Много добра у тебя лежит на долгие годы. А ему Бог сказал, безумный, в эту ночь твою душу у тебя заберут. Кому достанется то, что ты заготовил? Поэтому не надо это заготавливать на будущее.
Вот. Радуйся, если у тебя сегодня есть на хлеб насущный, на простую одежду, на жилье. Ну, снизили заходы, ну и хорошо, скажи, вот хорошо, как раз попастимся недобровольно. Пешком походим, тоже неплохо. Что же это? Это же не грех какой-то пешком ходить. Вот. Ну, не съездим, ну, на юг не съездим 1 год. Я знаю бабушек, которые в советское время росли, так они 80 лет только впервые море увидели. Ничего, у них, знаете, душа, она еще, пожалуй, фору даст многим. Одна такая бабушка, я вот сейчас говорю то, что реально есть на самом деле. Ей было 70 лет, и она поставила себе задачу купить для сына квартиру в городе. Представляете, сын сам не может, а бабушка имеет такую волю, такую силу, она говорит, а я ему помогу. Она приехала в город, нашла квартиру, ну, конечно, в деревянном доме, такую скромненькую, нашла на кого оформить эту квартиру, работала на 3 работах. Не осуждайте ее, она это искренне очень делала, то есть с желанием помочь и просто от трудолюбия даже своего. И за 3 года она за нее рассчиталась. Поэтому, когда сегодня говорят, что невозможно купить жилье, я говорю, ребята, на моих глазах бабушка в 70 лет купила жилье, за 3 года. 70 лет. Вот. Она и поныне жива, и вот и Господь ей дает такие долгие лета жизни. Она, кстати, еще 70 лет права водительские получила. 9 месяцев училась, 3 раза пересдавала, но сдала все-таки. Вот. Правда, так и не ездила потом на этой машине, но задача была, и задачу она выполнила. Вот примерно, да, к целеустремленности. Старое поколение, старая закалка. Ну, вот Богдан у нас пишет, что церковь имеет доход. Ну, разумеется, имеет. А как же и не иметь? Это же храм, в который люди приходят, там горит свет. Свет никто бесплатно не предоставляет, и за него надо платить. В этом, вот вы стоите там, помыты полы, это же тоже человеку надо какое-то дать жалование. Он священник службу несет, у него тоже семья и дети. А иногда ему надо за 200 километров ездить в этот храм, потому что храм в далеком селе, а там в селе на коммунальные расходы едва наскребается. Вот. И иногда он еще и работает где-то на другой работе. Я знаю таких священников, которые работают на другой работе, только чтобы храм еще содержать, чтобы там хотя бы коммунальный расход заплатить. Поэтому ну, совершенно естественно, что люди туда несут пожертвования. Вот. В этом ничего плохого нет. А Господь, Он сам это установил. И установил служащим питаться от этого. Вот. Иногда упрекают, говорят, что большие там, платы за крещение или за отпевание. Да вы что, Господи, вы простите уж меня, пожалуйста. Да за отпевание пожертвование такое меньше, чем самый худенький веночек стоит. А отпевание, оно 1 раз в жизни совершается. Да и то к любому священнику ты можешь подойти и сказать, что, допустим, денег нет. И большинство вообще у тебя ничего конкретно не попросят. Сколько дашь и дашь. Бывает 500 рублей дадут, бывает баночку варенья дадут, бывает вообще ничего не дадут, просто забудут. Тоже ну, не напомнишь, потому что Господь говорит, даром получили, даром давайте. А бывает и 15 тысяч дадут. Вот. То это каждый уже по своим силам. Про крещение тоже. За крещение пожертвование как стоит, как билет в театр. Вот вам 1 раз в кино сходить, а вот столько за крещение. А крещение 1 раз в жизни – это рождение в вечную жизнь. Это человек рождается для Бога. И то в любом храме вы даже даже без всякого заявления просто скажете, а можно мне вот покреститься без пожертвований, что я, допустим, студент, или денег у меня нет, или просто я своими руками вот что-нибудь делаю, можно я там полы сегодня помою, или розетку отремонтирую, вот я умею что-то делать. Я знаю одного студента, он говорит, батюшка, давайте я вам буду помогать, я буду ваш референт. И стал батюшке помогать, а батюшка такой довольный, он говорит, я с электронной почтой не дружу, а вот студент мне помогает. Студент, знаете, пишет иногда, отец Максим, вот я вам по благословению такого-то священника, вот сообщаю его резолюцию там на такое-то, такое-то дело. Грамотно пишет, хорошо, ну прям по церковному этикету. Поэтому в церковь каждый несет, что может. Что может? От своих трудов. Понимаете, кто-то на огороде картошечку вырастет, это же общее дело. Церковь это не фирма, она не зарабатывает. Она не ставит целью действительно себе не извлечение прибыли и так далее. Ее цель это служить Богу. Но она, поскольку в мире живет материальном, то, естественно, ей нужны деньги. Вот. С того же жалования она же платит налоги. От каких-то там мелких копеечных налогов она освобождена от земельных и так далее. А налоги на зарплату все такие же, как для всех других организаций. Половина. Вот сколько ты человеку платишь, половина, и столько от этой суммы уходит в виде налогов, НДФЛ и так далее, отчислений.
Вот. Поэтому здесь никакого греха, ничего плохого здесь в этом нет. Причем никто никого не заставляет. Вы не зайдете, например, в театр или даже в музей без денег. Вот даже просто зайти в музей, ну, раз в год вас, конечно, пустят на ночь в музей, но так просто вы не зайдете никогда. Хоть 30 рублей, но с вас возьмут. В любой храм, пожалуйста, заходите, стойте хоть с утра до вечера. И не только стойте, а участвуйте. Самое главное, вам грехи все простятся ни за что. Не надо за это платить. Просто исповедуешься и все. Где вы такое видели? За причащение никто с вас никогда не попросит. Конечно, если хочешь домой там, купить книжечку или иконочку, или там свечку поставить. Но разумеется, их же кто-то же произвел. Эту же бумагу там в типографию бесплатно не поставляют. Типография продает за деньги книжки. И храм, естественно, тоже просит деньги за эти книжки. Хотя, ребята, знаю храмы, где и это даже бесплатно. Их немного, но они есть. И даже и книжки, и даже свечки, и иконы, и все остальное прочее. Все, пожалуйста, за добровольное пожертвование. Вот сколько хочешь. Сколько рука дает, как говорится. Да. Да, кстати, вот правильно Арина пишет, что если, ну, допустим, вот у церкви не будет никаких доходов, она все равно будет существовать. Да, это сегодня существуют храмы, они, конечно, требуют больших расходов. Причем, кстати, ими любуются все. Несколько лет назад, помните, был конкурс «Лучший вид Сыктывкара». Ну, выбирали, вот, что напечатать на пакетах, как лицо Сыктывкара. Выбрали Стефановский собор. Все любят вечерком прогуляться, полюбоваться, как он подсвечивается. Когда подъезжаешь к городу или подлетаешь на самолете, тоже вот он сразу вот украшением города является. И в любом городе так. Вот. А, естественно, это требует больших средств. Вон сегодня снег нападал, это же надо все чистить. Вот. И та же подсветка, это же огромные расходы. Вот. Поэтому, но если храмов не будет, церковь будет существовать точно так же, как и сейчас существует. Раньше молились по домам. Также по домам будут верующие собираться и совершать самое главное – Евхаристию. То есть, когда хлеб и вино становятся телом и кровью Христовым, и мы с Богом соединяемся. Вот. И это будет все очень просто. Один хлеб принес, другой вино принес, третий свечки принес, вот, четвертый там к чаю после службы попить что-нибудь принес. Так церковь будет жить. Церковь – это вообще самое сильное, самое вечное, что есть на свете. Я сейчас очень серьезно говорю. Меняется все, меняется политическая система, меняется научная среда, там, технологический прогресс. Все меняется. А церковь, она ведь как корабль плывет. И 300 лет назад при Петре Первом, и 600-700 лет назад при монголо-татарах, и при Наполеоне, и при Гитлере, и при Ельцине, и 2000 лет назад при Диоклетиане. Она одна и та же. Вера ее одна и та же, служба ее одна и та же, надежда ее одна и та же, проповедь ее одна и та же. Понимаете, ребят? Поэтому если кто-то хочет что-то настоящее, истинное такое под ногами в этом мире найти, твердое, непоколебимое, это церковь. Вот такая картинка, ребята. Фондовый рынок есть, все знают, да, деривативы, производные финансовые инструменты должны знать. А оказывается, только 5% на этом рынке связаны с реальной поставкой, например, нефти. А остальное это спекуляция. То есть люди вот день и ночь, как тот самый папа-финансист, перепродают нефть, а она им не нужна. Они просто играют в игрушки, они просто хотят из воздуха сделать деньги. И вот этот фондовый рынок, он 95% составляет. То же самое со сталью, с пшеницей, с зерном и так далее. Вот. И поэтому у нас получается такая экономика с подобными уродствами. Что в Америке где-нибудь посыпался ипотечный рынок, банки там лопнули, потому что у них отчетность была дутая, как оказалось. А в Усть-Куломе люди без работы остались. Почему? Да потому что эти предприятия, которые в Усть-Куломе работали, они были все сплошь на кредитах. А у них банки, которым давали кредиты, вдруг эти кредиты отозвали. Ну, сам видел, как это происходило. Вот, например, в 2008 году, в 2014 году. Вот, отобрали у них кредит. А без кредита предприятие, оно вот уже на нем как на наркотике сидит. И оно закрывается, оно лопается. И людям нечем кормить себя, действительно реально нечем кормить себя, свои семьи, своих детей. А причина вот. Потому что кто-то хочет зарабатывать, ничего не делая. Играя в циферки. Так. Мурат задает вопрос. Как священникам одобряют ипотеку на 8 миллионов? Я не знаю. Как? Надо смотреть, надо лучше их спросить. Взять этого священника и спросить. Может, он
работает день и ночь. Да, собственно, он может и пожертвования такие получает. Знаете, ведь иногда и люди сами дают. Вы не думайте, что люди прям не любят своих священников. Очень любят. Иногда так и говорят: батюшка, вот мы тут ездим на таких машинах, а мы хотим, чтобы у вас тоже такая машина была. Да, вот вам такая машина, возьмите, пожалуйста, в подарок. Серьезно. А потом, ребята, знаете, тут вот еще про Land Cruiser разговор заходил. Так Land Cruiser-то сам по себе не грех. Тем более, если он не новый. У нас бывает, знаете, священник один окормляет целый муниципальный район, трудодоступный. И там, когда минус 40, простите, ты обычную машину просто ее не заведешь, и на ней никуда не доедешь. А там же люди ждут, где-то служба, где-то бабушка умирает, ее надо перед смертью исповедовать. Поэтому в каких-то ситуациях Land Cruiser может быть оправдан. Да, потому что цель оправдывает средства. Здесь, допустим, я считаю, да, в городе, может, это роскошь. Может быть. Но мы не беремся судить. У нас есть такое замечательное правило, я вам советую. Не судите, не будете судимы. Вот. Поэтому я когда, помню, как-то увидел у одного священника такую, ну, громадную такую машину, внедорожник, пикап. Я так немножко подумал про себя, думаю, зачем такая большая? Может, это излишнее? Ну, мне так показалось. Вот. Ну, ничего не сказал. А потом, спустя некоторое время, ну, мне открылось, то есть я понял, зачем. Да потому что он живет здесь в городе, а храм восстанавливает в селе. Понимаете? И он туда едет, а там же нет магазина стройматериалов. Он своими руками там все, окна, двери, полы, стены, он все это восстанавливает. Поэтому он здесь все в городе покупает, грузит в этот свой пикап, всю эту штукатурку, смеси там и так далее, инструмент, и везет туда, и вот со своей семьей, со своими сыновьями, кстати, замечательная семья, крепкая такая, трудолюбивые сыновья. Все они вот это делают. Ну и с помощью, конечно, сельчан. Разве это грех? Нет, это не грех. Он же не на показ эту машину имеет, содержит. Вот. Поэтому мы тоже лучше не рассуждать, кому какую ипотеку одобрять. Да может у него матушка такая, вот жена так много зарабатывает. А может он сам служит и при этом еще на 2 работах работает. Бывает такое? Бывает. Вот. Ипотека же сама по себе не грех. Вот тратить деньги на, допустим, там, на чревоугодие или на наркотики, то это будет грех. Да? Роскошь, вот это грех. А конкретная сумма, это уж вот Бог судья. Бог судья. Причем, кстати, не так этого много. Вот иногда, знаете, если хотите вот быть, как сказать, лучше иметь представление о церкви, надо на нее смотреть не через очки вот этого интернет, так сказать, форума, не через слухи, которые там распространяют, а лично прийти и посмотреть, что там происходит. И вы увидите совсем другую картину. Ну, конечно, если из 12 апостолов один оказался Иудой, сребролюбцем, и предал Христа, то и разумеется, что из скольки-то священников найдется и жадный, и предатель, наверное, найдется. Но большинство ведь это очень трудолюбивые, нестяжательные и скромные люди. Поэтому приди и видишь, иди посмотри. А если не хочешь приходить, так и тогда это вообще не твое дело. Ну, не рассуждай. Люди же сами несут. Они же своего священника не осуждают. А что со стороны-то осуждать? Ну, тем более, раз вот вы говорите, никогда не... А зачем вы тогда поднимаете вопрос, если вы не были в церкви? Ну, это же, получается, это не ваше дело. Это вообще как-то некрасиво в чужой кошелек заглядывать, обсуждать и рассуждать. Вот. Я думаю, что муллы и мамы-то они не очень приветствуют, когда их обсуждают. Там совсем другие порядки. Там быстро укажут место, так сказать, и ротик закроют. Это у нас такая свобода, потому что Христос эту свободу принес. Да, христианская вера – это свобода. Ладно. Посмотрите вот на этот график. Это предприятие. Мы делали анализ, тут их 7,5 тысяч проанализировано на предприятиях Республики Коми. И получилось так, что предприятия, которые живут за собственные средства, то есть не пользуются кредитами, они имеют самую высокую эффективность. Хотя в темпах развития немножко уступают. А вот предприятия, которые пользуются кредитами слишком много, сверх всяких норм, они становятся банкротами. Ну, тот же самый вывод, да? Кто хочет слишком многого, тот все потеряет. Вот еще это, посмотрите, пожалуйста, пример анализа. Здесь видно вот этот красный график, кластер так называемый.
это добывающие предприятия Якутии и Сахалина. То есть у них такие высокие доходы, что они резко отрываются от всех остальных. Зелененькие – это добывающие предприятия остальных северных регионов, кроме Камчатского края. Вот. А бирюзовые – это обработка, энергетика в большинстве северных регионов. То есть вот та неравномерность, которая между людьми возникает, она, видите, как и на уровне отраслей, видов деятельности тоже получается. Почему? Да потому что там же люди работают, такие же управленцы, такие же, как говорится, с теми же ценностями, которые принимают решения. Вот. Поэтому экономику менять как бы извне, силой, мне кажется, это малопродуктивно. Вот когда человек изменится сам, когда он будет собирать себе сокровища не на земле, а на небе, вот тогда и этот график тоже изменится. Был такой сотник. Сотник – это римский офицер в городе Капернаум. И у него заболел слуга. А к слугам в те времена вообще относились не как к людям. Не считали их за людей. Они были как товар. Их можно продать, купить, выбросить. Вот. У него заболел слуга, и он послал к Иисусу Христу людей, чтобы они попросили, чтобы он пришел и исцелил. Христос говорит: я приду и исцелю. Идет его исцелять слугу. А сотник еще навстречу посылает людей, говорит: Господи, я недостоин, чтобы ты вошел в мой дом. Ты только скажи слово, и он исцелится. Понимаете, у него такая вера была во Христа. Хотя он был язычник, то есть он не поклонялся истинному Богу, а он поклонялся всяким духам. Но вот он верил так, что Христос скажет слово, исцелится. И Христос говорит: я не нашел такой веры в Израиле. И будет тебе по вере твоей. И исцелился, то есть слуга исцелился. Поэтому видите, как вот человек может через милостыню, через правду стать очень близким к Богу. Те вещи, друзья мои, о которых мы сегодня с вами говорим, они вечные. Вечные. Люди об этом думали всегда. Это не вчера появилось. Вот Аристотель, например, 2500 лет назад говорил, что в хозяйстве, вообще в экономике есть экономика, буквально переводится как закон о доме, да, домостроительство. Вот это вот как раз необходимое, нужное для жизни. Это и машина, может быть, в том числе, и даже и дорогое жилье. Вот, если оно полезно. Может, у него, кстати, вы еще спрашивали, почему у него такая дорогая ипотека. А вы же не знаете, сколько у него детей. Может, у него 12 своих и еще 10 приемных. Ну, я, например, знаю такие семьи, у которых 10 своих детей. Знаю семьи, у которых 5 своих и 4 приемных. Причем приемные дети инвалиды. Вот. И почему для такой семьи не купить, допустим, таунхаус, да, или вообще просто большое жилье? А если это еще речь идет о Москве или Санкт-Петербурге, 8 миллионов, это не запредельная какая-то сумма. Вот. Если человек и служит одновременно Богу, еще где-то успевает на светской работе работать. А есть хрематистика. Хрематистика – это погоня за деньгами. Это деньги ради денег. Вот помните, мы вначале с вами говорили, любить деньги. Вот когда у тебя есть деньги, и ты хочешь, чтобы они превратились в еще больше деньги. Вот их вкладываешь, инвестируешь, не спишь, думаешь, считаешь. Вот. Так вся жизнь-то и пройдет. Если будешь их любить, вот. Может быть, будешь богат, может быть. Вот. Может, когда-нибудь поймешь, что все это зря. Разочаруешься. Слышал я от людей такие слова. Вот. Когда они говорили: да к чему это все? Вот жизнь прожили, а оказывается, все это не надо. Оказывается, семья, дети, любовь, чистая душа – это ведь гораздо дороже. Ростовщичество, да, когда ты кому-то под проценты даешь. Человек бедный у тебя просит, да ты ему просто так дай, не то что под проценты. Вообще без возврата дай. Если у тебя есть, у него нет. Не оскудеет рука дающего. Это же в Ветхом Завете еще было сказано. Пророк Давид, царь, между прочим, очень богатый человек был. Он говорит, что я, говорит, жил и состарился, и не видел праведника, просящим хлеба, и детей его нуждающимся. То есть праведный человек, он всегда будет хотя бы необходимо иметь, не будет милостыню просить. Вот тут некоторые ученые
Сергей Юрьевич Глазьев, Александр Иванович Агеев, Виталий Николаевич Лаженцев. Вот. Видите, они тоже развивают идею такой духовно-нравственной экономики. Да? Невозможно прийти к светлому будущему без преображения человека. Это у нас вот в трансляции сейчас спрашивают, как могу обожиться? А вот преображение это и есть обожение. Обожение, то есть соединение с Богом, чтобы человек стал святым. А через Христа. Звонит мне на днях один знакомый, плохо ему видно, вот он поздно вечером уже звонит, может даже подвыпил немножко, душа болит. И вы знаете, он задает такой самый хороший, правильный, главный вопрос. Он говорит, как мне прийти к Богу? Я говорю, через Христа. Он говорит, а как конкретно через Христа? Я говорю, вот каждый день вы слушаете слова Христа, и вот как он говорит, так и делайте. Вот буквально. Вот сегодня мы читаем Евангелие про молитву «Отче наш». Вот, значит, эту молитву надо и читать, и исполнять. Да приедет Царствие Твое. Вот что Царство Божие пришло. Он говорит, все понял, буду думать, завтра еще вам перезвоню. Иногда с колонии, кстати, пишут люди. Вчера тоже вот, читал такое письмо, женщина пишет, как мне прийти к такой жизни? Почему у меня черная полоса с детства? Почему у меня в жизни все наперекосяк? Вот 4 детей, у женщины 4 детей. Вот. А почему я здесь оказалась? Как мне своих детей вернуть назад? Как мне найти Бога? Вот через Евангелие, через Христа. Христос же и пришел как раз грешников спасти. Кстати, хочу вам рассказать одну историю. Тоже пришла женщина, у нее тогда было 3 детей, сейчас 4, тогда было 3. Но она пришла на аборт. Мы говорим, ну неужели совсем вы не можете рожать? Она говорит, нет, у меня мужа нет, ни с кем я не живу, это так случайно вот получилось. Прописки у меня нет, родители мне не помогают, жилье у меня съемное, работала я в Магните, а сейчас вообще нигде не работаю. Вот. Дети как раз тут надо, взрослые, школу заканчивать, надо поступать, им учиться и так далее. Ну как я вот сейчас рожу? Мы говорим, нет, вы рожаете. Она говорит, нет, я все решила. И ушла. И родила. Передумала делать аборт, родила. И вы знаете, у нее все наладилось. Все наладилось. То есть работа нашлась, силы нашлись, ребеночек родился, он сейчас как раз с ней, была бы сейчас одинокая. А вот с ней ребеночек, внуки родились. Каждое воскресенье там приходит к ней целый дом народу. С родителями помирилась. Вот. Квартиру купила. Тоже работает сейчас в школе поваром, такая постоянная официальная работа. Здорово, здорово. Ну, контрацепции вы пишете, используют, церковь к этому не очень положительно относится. Но какие-то есть допустимые, так называемые, барьерные средства контрацепции. Вот. А есть вот гормональные, они не очень хорошие. Почему? Потому что они абортивные. То есть может так получиться, что ребеночек уже возникает в животике у девушки вашей, у женщины вашей, и в результате этих таблеточек он погибает. Причем в инструкциях вы об этом не прочитаете. Это тоже такая своеобразная тайна. Вот. Поэтому отдельно как-нибудь еще поговорим. Ну, в плане закона, конечно, если рассуждать с точки зрения закона, а если завтра примут на законодательном уровне эвтаназию, как уже приняли во многих странах Европы, что тогда мы скажем, что и стариков убивать тоже правильно? Есть закон человеческий, он всегда несовершенен. 100 лет назад аборт был уголовным преступлением до 1920 года. На каторгу посылали. А сейчас, пожалуйста, финансируется из госбюджета. Вот, кстати, как ребеночек выглядит. Маленький. 10-12 недель. Ручки, ножки, пальчики, сердце. Это человек. Назовите его эмбрион, назовите его плод, хоть как его назовите. Но это человек, по сути своей. Поэтому лучше назовите его человек. Это будет правда. Вы такие были, я такой был. И мы не вправе его убивать. Хоть государство и разрешает сегодня. Это ошибка нашего государства. Мы же не можем свою душу ставить в зависимость только лишь от государственных законов. Они бывают ошибочные. Да, пожалуйста, вопрос. Да, благодарю, Арина, за вопрос. Суть вопроса озвучу в том, что люди приходят через трудности, а не от духовного желания. Конечно, это не совсем правильно.
Как мне говорил вот один человек, говорит, надо к Богу идти от благодарности. Надо идти тогда, когда тебе хорошо. Но Господь, Он настолько милостив, Он нас всегда принимает. Если ты с детства, как вот были такие святые отцы, которые в 10-12 лет уже монашество принимали, ты ему захотел посвятить свое целомудрие, свою душу, Бог и это примет. И когда ты просто вот от праведной жизни живешь, семья, дети, работаешь, там, бедным уделяешь, налоги платишь, и тоже вот Бога славишь, Бог это примет. И если ты грешник, пил, гулял, все промотал, и вот как разбойник на кресте перед смертью покаялся, Бог это примет. Вот столько милости у Бога. Богдан пишет, что эвтаназия – это решение каждого человека. Ну, вообще в широком смысле жизнь и продолжение жизни или ее окончание – это решение каждого человека. Поэтому самоубийство, к сожалению, тоже в процессе нашей лекции, тоже в России происходит, случается. Но мы-то ведь ведем речь о том, какую этому нравственную оценку дать. Одно дело, когда мы говорим, что это плохо, и вот церковь, она ведь четко это обозначает, она, ну, как известно, да, она не совершает молитву за человека, который добровольно живот скончал, на себя руки наложил, если он только не был там психически неадекватен. А другое дело, когда мы его поддерживаем в этом, чуть ли ему не шприц вот с этим укольчиком несем. А все идет от веры. Какая вера, такая жизнь. Если человек в вечную жизнь не верит, если человек в Бога не верит, конечно, для него эвтаназия, так он завтра, простите, и в 30 лет уже начнет эвтаназией заниматься. Скажет, ой, я там ногу сломал, зачем мне жить, пора мне эвтаназию. И, кстати, это так ведь и происходит. Эвтаназию начинают навязывать. Сначала говорят для тяжелых больных, потом говорят уже для всех больных, потом уже вводят понятие детская эвтаназия. Родился ребеночек, а мы посмотрим. Если он с аутизмом, мы его тогда в течение года, мы его человеком не считаем. Мы его в течение года можем умертвить. В некоторых странах Европы такое есть. Вот. А потом уже, простите, вам уже сделают принудительную какую-то эвтаназию. Скажут, ну вот вы плохо учитесь, не сдали вовремя сессию, вот вам эвтаназия. Ну что, ребят, так что, и до этого мы должны дойти и согласиться? Ну, конечно, нет, это же уродство нравственное. А вот вера, она как раз помогает понять, в чем смысл жизни. А смысл жизни в том, что прийти к Богу. И для этого все хорошо. И многие люди, они даже просят вот говорят, мне, Господи, мне бы вот перед смертью бы вот полежать бы, поболеть бы годик-два, чтобы я уж совсем вот распрощался со всеми своими пристрастиями, грехами и так далее. Пострадать бы мне. Люди вот мученичество искали. Понимаете, даже для того, потому что понимали, что и по правде живут, а все равно этого недостаточно. Вот сегодня память, это в 3 веке жили, священномученик Зиновий, епископ Эгейский. Когда они были, у него сестра была Зиновия, и когда они были еще детьми, у них умерли родители, оставили им некое наследство. Так они все это раздали, понимаете, раздали все нищим, сами стали нищими. А Господь им дал такой дар, что вот Зиновий, он руками исцелял людей. Приходили к нему люди с неисцельными язвами, и он перекрестит, помолится, прикоснется, и все в человеке исцелялось. Вот. То есть руки освободил от богатства, и руки наполнились даром таким вот исцелением. А потом они претерпели муки за Христа. То есть их терзали, били, и жгли, и в котел кипящий бросали. Но ничего их не трогало, пока их мечом им голову не отрубили. Вот. Они святые на небесах. Также Господь через них чудеса источает. Так, какие у нас там еще вопросы? Нет, мы его не поддерживаем, Богдан. Вот вы спрашиваете, почему мы не поддерживаем человека, который из-за невозможных мук хочет идти в мир иной. Мы не поддерживаем. Это, конечно, как говорится, ему свобода дана, это его право и распоряжаться своей жизнью, но мы его не поддерживаем. Почему? Потому что страданиями человек очищается, страданиями человек приобретает терпение, страданиями человек становится ближе к Богу. Потому что во Христе сам Бог страдал, понимаете, Он себя унизил ради нас. Вот. Страдание – это путь к любви. Кстати, в самом слове «любовь» указание на боль. Любви не бывает без боли. Настоящая любовь всегда связана с болью. Это, кстати, для тех, кто любит сожительствовать или блудить. Блуд – это попытка насладиться любовью, но без ответственности, без боли. А семья – это всегда жертва, это ответственность, когда ты вот не просто девушкой пользуешься, не просто с ней встречаешься, пока тебе она нравится, а ты ее берешь себе в жены. Значит, ты со всеми ее
говорится, трудностями. А у нее же есть и мама, у нее есть и брат, у нее есть и свои не только радости, но и проблемы в душе есть. Вот, и ты не только приятное в ней, ее тело берешь, а и трудности берешь. Вот это ответственность. И это уже семья, это уже не сожительство. Различается кардинально, как небо от земли. Само слово семья, кстати, тоже указывает. Семя, это жертва, это вот как клубень картошки, понимаете, который в земле умирает, разлагается, чтобы новую жизнь дать, да, чтобы новую жизнь родить. Так же и в семье. Во-первых, дети рождаются, в отличие от блуда. В блуде дети редко рождаются. Вот. А во-вторых, душа ваша рождается для любви. Вот вы любите с человеком друг друга, терпите все вместе, вы колечки на пальчик одели, то есть показывая, что ваша любовь бесконечна, что вы несете ответственность друг за друга, фамилия у вас общая. Вот. И тогда вы идете к настоящей любви. Не просто так летят годы вашей жизни, а двигайтесь к Богу. Семья – это дорога к Богу, это школа. Школа – это путь к Богу. Это очень важно. Как-нибудь потом подумайте, пожалуйста, над этим. Мы, может быть, еще специально об этом поговорим. Вот. Нет, не соглашусь с вашим мнением, что эвтаназию, если разрешать для кого-то, ее нельзя разрешать. Нельзя. Нельзя ее разрешать. И все. Может быть, искусственно поддерживать страдания человека не всегда надо. Вот искусственное дыхание там, и так далее. Может быть, это не всегда обосновано. Там, откачивать его. Может быть, надо ему дать спокойно умереть. Иногда даже в кругу семьи. Но эвтаназию нельзя легализовать, потому что это такая щелочка, вот ее только открой, и туда там поток хлынет. Знаете, как плотина. Тоненький ручеек появится, и он всю плотину размоет. Так же и здесь. Уважение к жизни и уважение к смерти – это нравственная плотина. Ее нельзя разрушать. Ну, знаете, значит, если врач рекомендует аборт, потому что ребенок будет инвалид, то, простите, врач, возможно, сам инвалид душой, сердцем. Значит, он, пробыв врачом, он так и не понял, для чего вообще человек живет. Значит, для него человек – это просто тело. И он считает, что человек, вот если телом болеет, то жизнь его напрасна. Мне жалко такого врача, который забыл о душе, о сердце. У меня есть один друг инвалид, который родился инвалидом, больным, с детским церебральным параличом. Вот. Его жизнь, уверяю вас, во многих отношениях гораздо интереснее, глубже, насыщеннее, богаче и более наполнена любовью, чем жизнь очень многих вот, внешне физически здоровых людей. Ну вот, я не за то, чтобы ребенок в будущем мучился, но я тем более не за то, чтобы его убивать. Каждый человек проходит свою жизнь, поэтому он вправе родиться, и он вправе вот эту жизнь свою проживать. А мы не вправе решать, ты инвалид, а ты не инвалид, мы не вправе убивать человека, не вправе. А то, по сути дела, то, что вы сейчас говорите, это нацизм. Вот Гитлер, да, он убивал инвалидов, людей неполноценных и так далее. Что вы предлагаете? Поехать в Кочпанский детский дом и там отключить от питания всех больных детей? Там их много лежит. Это большая нагрузка на бюджет. Но мы не вправе этого делать. Родился ребенок, и он должен жить. И может, в Царстве Божьем он будет впереди нас. Вот. Ущемленный он будет чувствовать в зависимости от того, насколько его душа богата. Если он с верой живет, он никогда не будет себя чувствовать ущемленным. И вот Кира спрашивает, сколько будет. Да, нам надо уже завершать, время наше подходит к концу, уже 1,5 часа идет. Поэтому давайте вопросы тоже завершим, закончим. Я рад, что их так много, и мы эти важные темы подняли, мы еще к ним вернемся. Мы уже тут вышли за рамки, собственно, темы нашей финансовой грамотности. Вот. А как церкви, ребята, давайте уже заканчивать с вопросами. Как церкви в других странах согласились, не знаю. Православная не соглашалась. Католическая, может быть, соглашалась. Это ее большая ошибка. Она много ошибок допустила, вот это очередная. Протестантские тоже. У них тоже много ошибок, вот еще и такую допустили. Православная церковь эвтаназию не одобряет, это во всех ее документах однозначно четко видно. Так же, как и аборты, и однополые браки и все прочее. Да, благодарю, ребята, за встречу, за общение. Благодарю всех, кто с нами был сегодня и в трансляции нашей. Вот. И желаю, чтобы мы с вами были все финансово грамотными вот, по Евангелию. Чтобы мы искали Царство Божие, правда Его, все нам приложилось. И сокровище наше было на небесах, а не на земле, потому что где сокровище наше, там будет и сердце наше. Да. С Богом. Благодарю.